Добрый день, дорогие наши слушатели. Эфир Беренчи радио продолжает программу «Актуальный разговор». У микрофона Ирина Егенбаева. Как известно, в Кыргызстане прошлые 2018-2019 годы и текущий 2020 были объявлены годом развития регионов. Необходимость решения этой стратегической задачи назрела уже давно, поскольку именно на периферии страны сосредоточен огромный потенциал для развития экономики всего Кыргызстана. Для страны приоритетным направлением в работе являются развитие регионов и цифровизация. В этом ключе важна роль финансовых институтов в поддержке предпринимателей путем предоставления доступных кредитных средств. Это позволит развивать предприятия и создавать новые рабочие места, тем самым улучшая социально-экономическое положение регионов. Ситуация вокруг пандемии COVID-19 в Кыргызстане продолжает оставаться сложной, но, тем не менее, экономическая деятельность в стране, которая была разрешена после снятия режима чрезвычайного положения, призвана решать возникшие проблемы. В 2021 году мы увеличим объем финансирования специальной программы финансирования субъектов предпринимательства до 40 миллиардов сомов. В текущем году объем финансирования по программе составит не менее 14 миллиардов сомов. И это планы только на этот год, на начальный этап, отметил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в минувшую субботу в очередном интервью Беренчи радио. Глава государства подчеркнул, что в нынешней сложной ситуации проделана большая работа по поддержке предпринимательства и добавил, что по этому вопросу работа также ведется соответствующими финансовыми институтами. Какова деятельность Российско-Кыргызского фонда развития в период пандемии коронавирусной инфекции? Каковы шансы, возможности у начинающих предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса на получение кредита? Насколько успешно выполняется задача, поставленная президентом перед Российско-Кыргызским фондом развития по обеспечению финансовыми ресурсами проектов, направленных на поддержку сельхозпроизводителей и в конечном счете на развитие регионов. Все эти вопросы мы сегодня обсудим в программе «Актуальный разговор». Гость нашей программы сегодня – председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Азиз Алиев. Азиз Кубанычбекович ответит на мои и, соответственно, на все ваши вопросы, дорогие наши слушатели, посредством прямой телефонной связи. Уважаемые радиослушатели, если вам есть что сказать или высказать свое мнение по вопросу деятельности Российско-Кыргызского фонда развития, вы можете позвонить по телефону прямого эфира 39 19 33. Азиз Кубанычбекович, добрый день. Добрый день, добрый день. Азиз Кубанычбекович, сегодня мы с вами в прямом эфире встретились для того, чтобы обсудить вопрос, как вы поддерживаете начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса в регионах путем предоставления доступных кредитных средств. Тем более президент на встречах с руководителями финансовых институтов страны неоднократно призывает финансовые институты быть двигателем развития регионов. Но понятно, что сейчас вот ситуация с пандемией, она, конечно, сложная, и мы начали говорить о том, что, конечно, и представителям малого и среднего бизнеса сейчас нелегко. Почему? Потому что весь мир столкнулся с серьезными проблемами в связи с коронавирусной инфекцией, и вот сегодня это настоящее испытание для многих сфер жизнедеятельности. Но хотелось бы первонаперво спросить, вот в условиях пандемии коронавирусной инфекции, как работал Российско-Кыргызский фонд развития, столкнулся ли с проблемами? Если проблемы были, то какого характера? Пожалуйста, я думаю, вам есть что сказать. Да, конечно, Российско-Кыргызский фонд, как все организации, все структуры, интегрированные в экономику Кыргызстана, в нашу жизнь, испытал очень резкое воздействие от пандемии коронавируса. Начиная с марта этого года режим работы фонда полностью поменялся, в отличие от прошлых лет, где, можно сказать, был период благоденствия для экономики, для бизнеса. Начиная же с марта основные мероприятия фонда, они развернулись с точки зрения антикризисных мер. Мы приняли правлением единогласно несколько решений, несколько пакетов антикризисных мер, в рамках которых мы предоставили отсрочки по платежам нашим прямым клиентам. Это те, кто получает у нас напрямую с РКФР, крупные заемщики так называемые. И отсрочки по линии малых и средних наших кредитных линий.
которые мы предоставляем через 14 коммерческих банков. Вот. И поэтому в основном вот в марте месяце мы занимались утверждением, анализом ситуации, так называемый вот режим форс-мажора, который настиг все наши бизнес-компании. Они, конечно же, повлияли очень резко, негативно на финансовые потоки, на прибыль, на поставки, экспортно-импортные поставки, вот, на приезд разных консультантов, которые в очень большом количестве в наших проектах работают. И поэтому вот этот кризис, эта пандемия, она в определенной степени сковала, можно сказать, активность наших заемщиков в регионах. Вот. Инвестиционная привлекательность, конечно же, была резко, ушла в отрицательную сторону. И поэтому фонд, вот как орган развития, мы акцент сделали на предоставление режима отсрочек. В частности, были предоставлены отсрочки по платежам, по процентам, по основному делу от 3 месяцев до года, да? Вот, поэтому вот эти меры, они, во-первых, с нашей точки зрения, позволят нашим заемщикам немножко передохнуть, вот, направить ресурсы, которые они экономят, значит, на поддержку своего бизнеса, на формирование некоторых подушек, вот. И одновременно мы сделали акцент на то, чтобы в определенной степени упростить наши кредитные процедуры. Правлением РКФР были приняты ряд кредитных продуктов, направленных на поддержку наиболее важных секторов именно с точки зрения развития регионов. Вот мы утвердили 4 кластерных продукта: кластер молоко, кластер мясо, кластер форель и кластер плоды и овощи, где в рамках процедур мы упростили процедуры залогов, процедуры, значит, как оформить кредит, вот, снизили требования нашего РКФР в отношении заемщиков. И это повлияло на определенную, значит, активность. Я хотел бы отметить, что в настоящий момент, вот, конечно же, вопросы инфекции, вопросы пандемии еще не полностью решены, но все-таки уже наблюдается определенное улучшение ситуации. Вот я сейчас нахожусь как раз-таки в поездке в регионе, в Иссык-Кульской области. Вчера заехал в районы, сейчас нахожусь в Хараколе, и где наблюдается определенное уже повышение активности. Бизнес уже начинает оживать, начинает думать уже о новых проектах. Вот. И поэтому я надеюсь, что через некоторое время ситуация восстановится, и мы сможем наверстать упущенное. Ну вот вы отметили, что вы находитесь в Иссык-Кульской области. Надо отметить, что и президент Сооронбай Джейнбеков в эти минуты тоже вот посещает с рабочей поездкой Иссык-Кульскую область. И вот сообщалось, что президент ознакомится с деятельностью медицинских, сельскохозяйственных объектов, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Вот вообще вам как-то удалось встретиться с президентом? И вот вы, насколько мне известно, находитесь в городе Каракол. Какие уже, может быть, объекты, предприятия, может быть, вы посетили? Да, как раз-таки наша поездка связана с программой визита президента. В соответствии с его программой по развитию регионов, как раз-таки фонд, мы тоже очень активно работаем. Вот в 2020 году нами утверждено более 10 прямых проектов и более 350 проектов через МСБ. И вот 90% проектов, которые утверждены в 2020 году, это проекты, регионального развития, да. То есть вот сегодня мы посетили швейную фабрику, новую швейную фабрику, которая запущена на проект РКФР, где в рамках, модернизации простаивающий ресторан в городе Харакол был реструктуризирован, оснащен новым японским оборудованием, и запущено производство 68 швей, 68 рабочих мест создано. Производят униформу для крупных государственных компаний, для Хумтора, для Газпрома, для Кыргыз, ГАЗ, вот таких компаний
вот, производят униформу очень высокого качества. И на базе этой компании как раз-таки мы реализовали еще один новый проект, который направлен на противодействие COVID-19. Это, выделили льготный проект, и данная компания Айкосейка начала производство средств индивидуальной защиты, да, для наших медиков, которые позволят им работать вот в красных зонах как раз-таки, да. И вот этот проект, он очень удачен, как раз-таки президент посетил данную компанию, остался очень доволен именно качеством продукции, тем, что вот на базе вот просто простаивающего ресторана сейчас работает очень хорошая, именно важная с точки зрения регионов компания, которая производит продукцию, пользуется спросом продукция у нее, значит, стабильно платит налоги. Вот. И 68 человек, как я сказал, работают, получают стабильную зарплату, им предоставляют питание на этой компании. И что важно, то, что вот данный пример, он важен с точки зрения вот нашей миграционной политики, да, что вот 68 рабочих мест создано, и данные наши граждане, они никуда не должны ехать в Россию, в Казахстан, а спокойно работают у себя дома, получают достойную зарплату и уверены в своем завтрашнем дне. Азиз Кубанычбекович, вот мы с вами начали, в частности, говорить о том, что был выработан антикризисный план поддержки проектов Российско-Кыргызского фонда развития. А какой-то анализ вы для себя вот делали вот с началом пандемии коронавирусной инфекции? То есть анализ в чем он заключался? Вот наиболее подвержены риску заемщики, это может быть предприятия туристической отрасли, это может быть предприятия по производству строительных материалов. Ведь есть градация, то есть наименее подверженные и наиболее подвержены риску. Да, у нас как раз-таки антикризисные меры были учитаны, разработаны с учетом градации вот такой. Вот, то есть наиболее, которые подверглись отрицательному воздействию, это как раз-таки наши субъекты в секторе туризма, да? Полностью практически приостановлены у них контракты все, значит, нету, гостиницы все стоят, пустуют. Отели, значит, тоже, пансионаты все не заполнены. Поэтому мы именно для таких субъектов предоставили максимальные отсрочки до 1 года, да. Вот 1 год они, значит, освобождены от уплаты, значит, по основному телу проекта. Значит, вторая группа, это предприятия, которые занимаются экспортно-импортными операциями. Операции которых связаны с поставками за рубеж, так как у нас приостановлены контракты, границы закрыты, тоже мы дали высокий приоритет данным компаниям, освободили их на 6 месяцев, да? Вот. Значит, и следующие вот компании, есть у нас стабильные компании, которые, несмотря на, значит, пандемию, они производят продукцию, они имеют сбыт, значит, и практически не нуждаются в отсрочках, да? Поэтому вот такая дифференцированная работа проводится, и как раз-таки, значит, эти антикризисные меры направлены на то, чтобы позволить нашим компаниям именно противостоять пандемии. И очень важно, я бы хотел отметить, что эти все наши меры мы приняли в одностороннем порядке. То есть нашим заемщикам не надо доказывать нам, не надо, значит, ходить справки собирать там о своих, значит, потерях, да. Мы в одностороннем порядке, фонд принял это условие, что мы согласны с тем, что наступил режим форс-мажора, что все наши прямые заемщики, они подлежат вот такому льготному освобождению. Вот. Но это не касается субъектов МСБ, потому что субъекты МСБ, они должны работать через свои коммерческие банки, да. Но для банков мы также предоставили в одностороннем порядке. То есть мы от банков не требуем доказательств, то, что наши заемщики страдают сейчас, мы вот в такой льготный режим им предоставили.
Азиз Кубанычбекович, вот если сейчас затронуть вопрос деловой активности в регионах, ну понятно, что деловая активность начинается с начала весны, но весной, вот в марте, в апреле мы увидели так называемую пандемию, начало пандемии коронавирусной инфекции, но тем не менее, можно ли говорить на сегодняшний день, что деловая активность в регионах вот в связи с пандемией, она снизилась или никоим образом не снижалась, а как вот открывались новые предприятия, как работали предприятия малого и среднего бизнеса, они и работают? Деловая активность, конечно же, очень резко снизилась Мгм. во время вот двухмесячного карантина, да? То есть, когда вот все приостановлено было, когда бизнес, как и обычные граждане, практически сидел дома, получается, вот резкий спад активности произошел именно в тот период. Сейчас вот с наступлением все-таки более такого свободного режима, даже несмотря на пандемию, наш бизнес продолжает стараться вот все-таки встать на ноги. Вот мы наблюдаем оживление вот в настоящий момент. Я, как говорил, мы уже утвердили ряд проектов, Мгм. ряд крупных проектов мы утвердили, как РКФР. Вот один очень интересный проект мы утвердили в Атбашинском районе, да, где будет строиться новая модернизированная молочная ферма, вот где по новым технологиям будут поставлены удойные аппараты, будет, значит, усилена функция кормопроизводства, новые коровы удойные будут закуплены. И на базе этой компании очень много будет проводиться работы по обучению фермеров. Вот, как они лучшие технологии будут применять. Очень хороший проект мы смогли утвердить по фабрика бройлерного производства курицы, да, Мгм. где новейшие технологии международные будут поставлены, и мы сможем выращивать собственную бройлерную курицу в Кыргызстане. Вот. Сейчас мы готовим ряд очень интересных проектов по переработке сельского хозяйства на юге. Вот в Баткене мы логистический комплекс по переработке абрикоса баткенского готовим. Ряд компаний вот, Волжской области, Джалабадской области сейчас накануне рассмотрения находится. Поэтому активность, я бы сказал, что начинает потихоньку выходить на свой пик, да? Мгм. Азиз Кубанычбекович, мы с вами начали говорить о том, что вот Российско-Кыргызский фонд развития разработал 3 пакета антикризисных мер в условиях пандемии коронавирусной инфекции. И вот буквально на днях правление Российско-Кыргызского фонда развития одобрило 2-й пакет антикризисных мер для субъектов малого и среднего бизнеса, которые получили финансирование по линии фонда в банках, партнерах или, может быть, в микрофинансовых организациях, тоже партнерах. Но у меня вот такой вопрос. Вот если говорить, например, о первом пакете, да, насколько он был эффективен и можно ли вообще говорить о результативности? 2-й пакет вы приняли, это понятно, но есть еще и 3-й пакет. Вот давайте мы остановимся на том, вот насколько были эффективны предпринятые шаги по 1-му пакету и вообще 3-й пакет, что из себя будет представлять? Ну, я считаю, что меры, они сработали. Мгм. Почему? Потому что бизнес получил отсрочку по платежам. Многие компании, они должны были выплачивать. Вот первый пакет стоил нам более 17 миллионов долларов. Значит, на 17,5 миллионов долларов мы отсрочили платежи. То есть для бизнеса 17,5 миллионов долларов стал определенным, значит, передышкой, да? Мгм. Вот. В настоящий момент, так как, к сожалению, ситуация не улучшилась, связанная вот с пандемией, да, вот, сейчас у нас, конечно, наблюдается вот и в Бишкеке, и в регионах некоторое улучшение ситуации эпидемиологическое, да, но риски не сняты, болезнь не отступила пока, сейчас есть риски высокие, поэтому мы вот приняли 2-й пакет, продлили, значит, предоставленные отсрочки еще на 3 месяца. Еще 3 месяца наши субъекты МСБ получат отсрочки по основным, значит, платежам и по процентам. Если надо будет, мы дальше будем продолжать аналогичные меры для того, чтобы сохранить все-таки поддержку для бизнеса. Но мы надеемся, что вот ближе к определенному к осени, возможно, все-таки наше здравоохранение, наше государство сможет перебороть, наш народ сможет перебороть эту
проклятую инфекцию и войти в привычный ритм, да? Вот тогда, конечно же, мы сможем подвести результат. Сейчас пока рано о результатах говорить, пока режим онлайн, режим текущей борьбы с проблемой идет, и мы проводим эту работу с одновременным, значит, продолжением выделения новых проектов. То есть вот ситуация, связанная с новыми проектами, у нас продолжает быть очень активной. Мы, несмотря на то, что вот у нас тоже очень много коллег переболело, к сожалению. Они уже выздоровели, вот в том числе и я переболел тоже. Значит, сейчас я вот в регионе, в командировке нахожусь. Я надеюсь, что вот через некоторое время мы все с вами, все сможем перебороть эту проблему и выйти на привычный наш лад. Я напомню вам, дорогие наши слушатели, что сегодня у нас в гостях посредством прямого телефонного эфира, прямой телефонной связи председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Азиз Алиев. Говорим мы о том, какова деятельность Российско-Кыргызского фонда развития в период пандемии коронавирусной инфекции, каковы шансы, возможности, например, у начинающих предпринимателей или у представителей малого и среднего бизнеса на получение кредита. Если есть вопросы, у нас работает телефон 39 19 33. Вы можете позвонить и свой вопрос Азизу Кубанычбековичу, соответственно, адресовать. Азиз Кубанычбекович, ну вот смотрите, если возьмем прошлый год, то очень часто вот говорилось и сообщалось о том, что со стороны Российско-Кыргызского фонда развития наибольший объем финансирования направляется в регионы, и в рамках политики развития регионов были запущены в пилотном режиме отдельные программы по стартап-финансированию в 3 областях. Это в Таласе, в Нарынской и в Баткенской областях. Насколько мне известно, было профинансировано по одному стартап-проекту, и, насколько я помню, проекты должны были касаться отрасли переработки сельскохозяйственной продукции, произведенной местными сельхозпроизводителями. Вот вообще, какова судьба вот этого проекта сегодня? Стартап продолжает оставаться приоритетной темой для РКФР. Вот, мы, как вы сказали, в 3 областях вот в настоящий момент значит, начали стартап-проекты, вот, предоставленные на льготных условиях РКФР. В настоящий момент вот, я бы хотел отметить вот, как раз-таки вот, по Баткену мы сейчас двигаемся с этим логистическим комплексом по переработке абрикосов. Значит, надеемся, что в ближайшее время он начнет уже осваивать наши ресурсы. По Таласской области мы готовим как раз-таки очень уникальный, значит, отвечающий проблематике вот сегодняшнего дня комплекс медицинский центр в городе Таласе будет РКФРом, будет одобрен, я надеюсь, и построен собственником современный медицинский комплекс, где будут все новейшие средства диагностики, возможность проведения некоторых операций. Вот. Поэтому эта проблема, этот вопрос приоритетен для нас. Но в настоящий момент стартап, видите, чтобы его продвигать, это нужно ездить по регионам, это надо проводить обучение, это надо встречаться с людьми, проводить тренинги. У нас вся техническая часть, вся готова. У нас есть консультанты, которые могли бы выехать. Ну вот, начиная с марта, практически вот с периода карантина, и по настоящий момент, пока вот выездные наши рабочие региональные поездки пока как бы приостановлены, да, потому что контакты, потому что вот эпидемия все-таки не сошла. И поэтому мы надеемся, вот как только эпидемиологическая ситуация немножко разрядится, мы второй этап, вторую волну стартапа запустим по стране и сможем, вот используя результаты первого года, что у нас появилось очень много уже как бы идей, очень много реальных проектов сейчас есть, мы сможем эти проекты уже запустить вживую, да. Поэтому вот такая ситуация, я должен открыто с вами быть, что вот пандемия, она повлияла также, к сожалению, на наши стартап-проекты. Но, тем не менее, специалисты Российско-Кыргызского фонда ведь занимаются мониторингом перспективности того или иного региона. Ведь вы наверняка проводите определенный анализ. Например, в Нарынской области, например, перспективно такое направление, в Таласе другое. Конечно, мы региональный срез всегда очень тщательно отслеживаем. Более того, я бы хотел отметить, что вот в этом году
мы для 3 областей, вот для Баткенской, Нарынской, Таласской областей снизили минимальный региональный порог кредитования, да? Вот то, что по другим областям у нас 200 тысяч минимальный порог, по 3 областям вот, именно мы снизили до 100 тысяч, и мы надеемся, что это тоже расширит список наших клиентов вот в этих наших регионах. Мгм. Я ведь не зря задала вопрос касательно регионов, Азиз Кубанычбекович. Вот вообще каким проектам и в какой сфере, в каких направлениях отдаете предпочтение при выделении заемных средств? И сегодня условия, да, какие? Можно сказать, что они сегодня вот коренным образом упрощены? Или все-таки об упрощении пока приходится нашим заемщикам только мечтать? Вот говоря значит, о уровне кредитования, я бы хотел отметить, что РКФР, как вы знаете, напрямую кредитует все-таки более состоявшихся клиентов, которые имеют определенную историю работы, да, имеют определенную отчетность, бухгалтерию, у них есть клиентская база. Вот так как все-таки РКФР процедурно работает как международная организация, да, у нас стандарты ориентированы с точки зрения вот лучшего российско-кыргызского банковского законодательства. В то время, вот когда для субъектов МСБ мы именно открыли так называемую линию МСБ, в соответствии с которой уже мелкие наши бизнесмены могут получить кредиты по условиям наших коммерческих банков, да? Допустим, Альбанк, РСК, КСБ, по своим процедурам, получив от нас, значит, кредитные ресурсы, добавив всего вот 1%, если напрямую РКФР получить по 4% можно, значит, в Альбанке можно наши ресурсы по 5% получить. Или в СОМах, если, допустим, напрямую можно у нас под 8% значит, получить, то те же наши деньги в СОМах можно под 9%. И они продолжают оставаться льготными, эти ресурсы. И поэтому вот именно 2 ниши нами созданы. Одна все-таки для крупных проектов, вот в соответствии с которым РКФР по уставу он должен поддерживать вот такие стратегические направления, да, переработка, экспорт, бизнес, направленный на значит, крупные строительные, на крупные значит, компании, да, и МСБ-линия, которая более удобная для наших более мелких предпринимателей, да. Поэтому вот с точки зрения условий, я считаю, что условия достаточно комфортные. Единственное, конечно же, значит, наши субъекты, да, предпринимательства должны быть тоже со своей стороны открытые, должны показывать свою бухгалтерию, должны показывать свои определенные, значит, финансовые показатели. Да. То есть обоюдная компания должна быть, да? Обоюдный процесс должен быть. Ну, если сейчас затронуть речь о рисках, вот если бизнес пошел не так, как надо, вы вообще учитываете риски, каким образом необходимо будет возвращать тот или иной кредит? Ну, конечно же, риски по рискам мы, как любой финансовый институт, должны рассчитывать эти риски. Поэтому и проблема с началом запуском стартапов, что стартап любой, он должен вдвойне быть таким уверенным и доказать нам, что несмотря на то, что он стартует, он сможет встать на, значит, хорошую эту, да, колею. И поэтому риски, они всегда, конечно же, продолжают оставаться для РКФР, как и для любого финансового института, оставаться быть приоритетом. Но с точки зрения, значит, все-таки льготности наших проектов, я оцениваю, что наши средства, они комфортные. Если предприниматель пройдет вот эту процедуру получения кредита, она непростая. Я открыто должен сказать, что непростая, это высший пилотаж, да, получить ресурсы РКФР. Но, получив РКФРовские ресурсы, предприниматель входит в зону уже более такого стабильного, значит, льготность наших условий, да, длительность наших проектов, от 7 до 10 лет наши проекты. Льготность, допустим, 2 года у нас льготный период, когда бизнес не платит платежей, да, он может построить свой завод, может поставить свой комплекс, и через 2 года, после того, как он уже начнет получать прибыль, начнет получать свои финансовые, значит, потоки, уже начинает нам выплачивать. То есть с этой точки зрения у нас как бы по стране таких конкурирующих финансовых структур практически нет.
Азиз Кубанычбекович, для Российско-Кыргызского фонда развития 2020 год, я думаю, такой год, о котором нужно говорить, и можно подвести итоги вот этих всех лет работы. Вообще, сегодня вы можете назвать 2, ну, может быть, даже 5 проектов, которые вы сегодня гордитесь? И мы же говорим о том, что основной приоритет при выдаче кредитов именно оценивается, это вопрос обеспечения рабочими местами. Вот в связи с запуском крупных предприятий, сколько рабочих мест было обеспечено местному населению. Вы на мой вопрос обязательно ответите. Давайте вот выслушаем нашего слушателя, который дозвонился вот сейчас в студию прямого эфира. Добрый день, говорите. Так, слушаем. Выдавая кредиты, государство должен думать о реализации этих денег. В данное время в Кыргызстане весь фирмы закрыты, рестораны, кафе тоже. Где по еде тоже закрыты. Надо думать, как, если люди здоровые, нормальные, с хорошим иммунитетом, разрешить надо им работать, чтобы сохранить дистанции и работать. Если работа не идет, откуда деньги зарабатывать? Как будут платить этот кредит Российского фонда? Алимов. Вопрос, я думаю, Аксакалов понятен, да, Азиз Кубанычбекович? Если есть что сказать, скажите, если нет, то по моему вопросу. Ну, я бы хотел бы отметить, что я полностью согласен, что для того, чтобы бизнес заработал, конечно, границы должны быть открыты, значит, все транспортные наши артерии. Ведь Кыргызстан — это фактически страна, находящаяся на большом шелковом пути, да? Вот, и когда вот наши границы будут открыты с Китаем полностью, с Казахстаном, Российскую Федерацию, вот после того, как все мы сможем преодолеть пандемию, я уверен в том, что наш бизнес тоже, он начнет возвращаться на свою привычную колею. Вот. В отношении вашего вопроса я бы хотел бы отметить, что у нас за 5 лет работы РКФР, я бы хотел бы отметить, что более 400 миллионов долларов уставных ресурсов, которые Россия в свое время предоставила, уже инвестированы в экономику республику через крупные проекты, через малые проекты. Я, как председатель правления, хотел бы подчеркнуть работу коллектива Российско-Кыргызского фонда, отметить работу своих предшественников, которые начинали это дело, вот, начиная с первых председателей, да. Каждый из них старался максимально, значит, раскачать данное ведомство для того, чтобы оно смогло именно войти в экономику республики, да. Вот мы хотели, и мы можем отметить не только крупный проект, любой субъект, проект МСБ, который работает там в экономике, для нас важен, и мы гордимся этими проектами. Да, у нас есть проблемные проекты, которые уже в настоящий момент наблюдаются на фазе такого полубанкротной ситуации, да, как и у любого, наверное, финансового института. У нас есть лидеры компаний, которые, вот я бы хотел бы отметить, например, цементный завод в Араванском районе, который при ресурсах РКФР и Демирбанка был запущен. В настоящий момент он практически полностью уже выплатил свои ресурсы всем организациям и стал лидером. Он поставляет на экспорт в Узбекистан цемент, он юг весь снабжает цементом, платит налоги, там огромное количество наших граждан работает, не уезжает никуда вот за рубеж, а именно работает, где им созданы очень хорошие условия, да. Я бы мог бы отметить, вот Текстиль Транс у нас есть компания в Токмаке, которая является флагманом нашей легкой промышленности, да, где также работает десятки наших граждан, где очень хорошие материалы, производство очень налажено, экспортоориентированное, служит базой для наших швейных компаний, да. Вот. Есть у нас очень хорошие, значит, проекты, связанные с переработкой сельхозпродукции. Вот, допустим, я бы хотел бы отметить компанию «Оска» у нас есть, которая на экспорт, значит, в Россию поставляет переработанные фрукты, овощи. Есть хорошие логистические комплексы по переработке, допустим, овощей, вот, которые также занимаются экспортными операциями. Поэтому я не могу, значит, как-то особо выделять. Я горжусь как председатель всеми проектами. Эта работа колоссальная была проведена за 5 лет. И мы стали очень важным звеном экономики республики. Да, уже
как бы без нас фактически трудно представить именно вот такие крупные заводы, крупные компании, которые получили льготные ресурсы. Также и малый и средний бизнес. Я сказал, что у нас более 2600 клиентов по линии МСБ работают. В каждом районе республики есть наши клиенты, да? Мгм. Азиз Кубанычбекович, вот президент тоже нет-нет упоминает и делает такой вот особый акцент на том, что надо сегодня придавать особое значение кластерным направлениям по переработке сельскохозяйственной продукции, швейно-текстильному производству, развитию туризма. Вот если мы сегодня говорим о деятельности Российско-Кыргызского фонда развития, то насколько вы ведете политику по использованию данного вопроса? Да, вот данное направление, оно является именно фишкой РКФР. Мгм. Мы в прошлом году, еще начиная с прошлого года, Галеркин Шамсудинович еще и в настоящий год мы продолжаем активно эту политику продвижения именно кластерного развития поддержки наших компаний. Именно принцип, который заключается от поля до стола, от поля до прилавка, да? Мгм. Вот, где мы оказываем поддержку в виде финансовых ресурсов, в виде консультативной помощи, нанимаем консультантов, помогаем нашим предпринимателям работать от, значит, семеноводства до уже упаковки. То есть, допустим, вот сейчас нахожусь на заводе «Консют» Харахола, где нами профинансировано запуск, значит, новейшей линии по выпуску голландского сыра, да? Данную компанию «Консют» мы предоставили ресурсы на закуп молока. То есть у них, начиная от фермеров, вот, начиная от тех, кто занимается именно производством молока, переработка вот на базе ихнего завода, и завершая вот поставками в российские торговые сети, где у них налажены поставки, допустим, сыра, сухого молока, вот, полностью они получают определенную поддержку от РКФР. И такой широкосекторальный подход именно позволит быстрее нашим компаниям встать на ноги, да. Такой же кластерный подход мы сейчас двигаем и вот, в секторе форельного производства, да. Мы сейчас готовим ряд проектов по поддержке, значит, наших лидеров выращивания форели, где на базе данных компаний будет проводиться обучение других фермеров, да, других наших рыбоводов, как правильно вот выращивать форель, как правильно готовить корма, как правильно закупать и, значит, производить товарную форель. Вот эти все широкосекторальные подходы, они именно заключаются, значит, важность, в них и заключается важность, значит, комплексного такого подхода, да? И такой вопрос, Азиз Кубанычбекович. Вообще, вот когда мы встречаемся с представителями Российско-Кыргызского фонда развития, многие наши радиослушатели очень часто задают вопрос, вот какие-то на сегодня послабления в получении кредита созданы, особенно в регионах, ведь предприниматели, особенно в регионах страны, они ведь сегодня вносят ощутимый вклад в экономику страны. Вот по поводу послаблений, что хотелось бы особо ответить? Есть сегодня они? По поводу послаблений я бы хотел бы отметить, что мы двигаемся в этом направлении. У нас есть уже реальные, значит, направления. Мы намерены, вот, допустим, для более, значит, наших мелких клиентов упростить, значит, процедуру отчетности, упростить процедуру наших требований по залогу, упростить требования по так называемым нефинансовым и финансовым ковенантам, то есть требованиям фонда, значит, клиентам, да, вот для более мелких, которые как раз-таки в регионах у нас занимаются своим бизнесом, мы запланировали провести вот такую работу и предоставить вот такое, как бы, более комфортные условия кредитования. В то время, когда для крупных наших субъектов, которые все-таки должны отчитываться, предоставлять аудиторские заключения, нанимать консультантов для того, чтобы консультанты проводили независимую оценку, значит, сметного контроля, вот, производства, реализации. Есть стандарты вот, пищевой безопасности, есть стандарты ЕАЭС, которым должны соответствовать данные компании. Мы от них отказаться никак не сможем. Поэтому вот для крупных, для наших экспортоориентированных компаний мы сохраним определенные жесткие требования. Да это им поможет с точки зрения конкуренции на внешних рынках, да? Но для более мелких, для наших
так называемых значит, предпринимателей, которые в настоящий момент предпочитают находиться в тени, мы сейчас рассматриваем измененные, более упрощенные условия кредитования. Я надеюсь, мы в ближайшее время их предоставим. Мгм. И такой вопрос, Азиз Кубанычбекович. Вы возглавили Российско-Кыргызский фонд в феврале 2020 года. Вот на сегодня вы для себя обрисовали, ну, может быть, какие-то определенные направления или, может быть, определенные инструменты для того, чтобы Российско-Кыргызский фонд работал еще лучше? Да, мы, конечно же, совершенству нет предела. Мы стараемся улучшаться, вот, стараемся быть, соответствовать духу времени. В то же время оставаться, конечно же, мы являемся международной организацией. Мы не можем совершенно как бы упроститься и совершенно сократить свои требования. Поэтому мы работаем, вот кластерное направление мы сейчас как приоритет развиваем, во-первых. Во-вторых, мы вот соответствуем именно духу программы президента, соответствуя, мы акцент будем дальше продолжать на наших регионах. Вот регионы. Трудовые места, значит, новые технологии, поддержка, значит, переработки сельского хозяйства, производства основного, сектора туризма, сектора, направленного на экспорта, ориентированные направления, они будут нашим приоритетом, и мы будем в этом направлении продолжать работать. Мгм. Азиз Кубанычбекович, вот в минувшую субботу президент Сооронбай Жээнбеков дал интервью Биринчи радио, где он отметил, что в нынешней сложной ситуации проделана большая работа по поддержке предпринимательства, и вот по этому вопросу работа ведется соответствующими финансовыми институтами, и он озвучил, что вот сейчас будет сформирован фонд поддержки предпринимателей. Как вам вообще такая инициатива? Ну, я полностью поддерживаю инициативу президента. Вот, значит, я думаю, что фонд поддержки предпринимателей, он также войдет, значит, в свою нишу. Вот под инициативой именно Сооронбая Шариповича был создан в свое время гарантийный фонд, да? Гарантийный фонд. Вот в то время, когда он был премьер-министром, он утвердил гарантийный фонд. И вот в настоящий момент гарантийный фонд уже полностью вошел в структуру кредитования, подставляет свое плечо нашим бизнесменам, у кого есть нехватка по залогам, да. Я думаю, что фонд поддержки предпринимательства, он также свое место найдет, вот, станет определенные наши нехватающие звенья поддерживать, да, там, где не может РКФР полностью поддержать, там, где коммерческие банки ввиду некоторых своих процедур также не могут напрямую профинансировать, именно фонд поддержки предпринимательства, я думаю, что он сможет встать органично в это звено, да. Спасибо вам, Азиз Кубанычбекович, за то, что были с нами. Я напомню, что сегодня в нашей программе принимал участие председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Азиз Алиев. Говорили мы о том, какова деятельность Российско-Кыргызского фонда развития в период пандемии коронавирусной инфекции, каковы шансы, возможности у начинающих предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса на получение кредита. Это была программа «Актуальный разговор». Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Биринчи радио и, как всегда, до встречи.